Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении поправки в закон о выборах депутатов. Теперь кандидаты в парламент должны будут подтвердить знание абхазского и русского языков. Специальное тестирование станет обязательным условием для регистрации на выборах. Зачем вводится языковое тестирование? Насколько объективной будет эта процедура, об этом будем говорить в студии с депутатом Инаром Сацба и директором Института стратегических исследований и международных отношений Вячеславом Чирикба. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. В общем, поправки нашумевшие, можно так сказать, в обществе много обсуждалось, и здесь в студии в том числе мы много говорили. Вячеслав Андреевич вместе с вами тоже обсуждали эти поправки. Все-таки приняли решение. Норма владения двумя языками, она была еще в 2022 году принята и вступала в силу с января 2027 года, и сейчас депутаты это решение подтвердили. И, кроме того, подтвержден механизм проверки знания. Вот это новшество, которое сейчас вводится. Давайте обсудим вообще это решение. Как вы к этому? У нас представитель Народного собрания и научного сообщества. С кого начнем? Как вы вообще такой... Потом прокомментируйте, да. пожалуйста. Инар Стекович, расскажите, конечно. как далось такое решение депутатам? На самом деле, как вы и сказали, еще в 2022 году была принята основная поправка, которая касалась именно вопросов языка. Речь идет об абхазском и русском языке. Буквально вот на днях прошла сессия, на которой депутаты однозначно высказались по этому вопросу, но это касалось уже конкретных деталей процедурных, потому что ЦИК должен на что-то опираться. Соответственно, поправка касалась того, что мы даем полномочия ЦИКу сформировать эти комиссии в определенный период времени их деятельности, соответственно, подразумевается, как мы сейчас понимаем, две языковые комиссии по абхазскому отдельно, по русскому отдельно, все-таки это вещи разные. И сейчас уже очевидно, что этот процесс, он запущен, и это правильно. Вообще очень много сейчас в информационном пространстве очень важных аспектов касательно языка. Можно даже заметить, что словно больше собраний начали проводить на абхазском языке, и это большой-большой плюс. Это актуализация, которую нам, я думаю, давно не хватало. И сейчас это такой вот положительный аспект, и я считаю, вот это единогласная поддержка в парламенте тому подтверждение. Но некоторые считают, что языковой экзамен, так сказать, это механизм, не механизм защиты языка, а инструмент политической конкуренции. Есть такое мнение тоже в обществе. Вячеслав Андреевич, а вы как вообще на это смотрите? Ну, я не член парламента, может быть, какие-то, или там, и не собираюсь баллотироваться больше, вот, но я не вижу здесь вот этого. Кстати, мы в прошлый раз говорили о том, что впервые я увидел вот, что абхазский язык становится политизированным, это вопрос. Такого еще не помню этого, честно говоря. И это хорошо, поскольку он встал в активную повестку, правда же, обсуждения в обществе. Это очень важно. И вот эта поправка, которая была принята, я, кстати, участвовал в одном из ее обсуждений, она не сразу была принята, там было много дебатов, но все-таки в конце приняли очень хорошо, и сейчас у нас будет уже с 1 января следующего года уже будут новые правила. Вот. И я считаю, что все очень так верно, грамотно, и надо делать все, чтобы усилить позицию абхазского языка, государственного языка. Вот. Это, конечно, наша общая цель. Мы знаем, какая ситуация с абхазским языком. Если бы другая ситуация была, мы, может, немножко так больше относились к этому либерально. Либерализм наш может погубить наш язык. Вот в чем проблема, понимаете? И нужно все-таки, государство должно вмешаться, и парламент, и поэтому законодательно должны вмешаться для того, чтобы баланс восстановить. Вот баланс нарушен. Нам нужно общество активного билингвизма, абхазо-русского билингвизма, чтобы было на одном уровне знания языка. Не только один язык, правда же? С абхазским языком тоже одним, да, никуда далеко не едешь, но и с русским языком только. Это уже абхазское государство потеряет смысл существования просто. Если будет только практически, но не абхазский, не государственный язык будет. Поэтому здесь баланс соблюден. Вот я даже считаю, что необходимо пойти дальше парламенту. Мое скромное предложение и принять закон о экзаменам по государственному языку и по русскому языку для всех госслужащих. Причем закон не должен иметь обратной силы. Вот для тех, кто поступает, вот сейчас поступает новые, да, чтобы сначала сдали экзамен, получили сертификат на тот или иной уровень языка, и в зависимости от этого уже как бы их принимали на ту или иную должность. Должно быть какое-то ранжирование вот, в зависимости от сдачи экзамена. Но прежде чем мы
перейдем к лингвистической комиссии, вообще к подробностям, то, как будет проходить само тестирование. Сейчас же в среде депутатской обсуждается, как дальше этот механизм вообще будет работать, и даже обсуждается идея какого-то джентльменского соглашения, насколько эти мнения могут иметь под собой основание, почву. Интересный вопрос. Действительно, сейчас, опять-таки, из-за того, что крайне актуализированный вопрос, я считаю, это тема номер один в Абхазии. Вот мое такое очень скромное субъективное мнение. И это порождает определенные вот догадки, домыслы и так далее. В первую очередь мы говорим о том, что Центральная избирательная комиссия сформирует языковые комиссии специальные по образу и подобию, которые создаются для кандидатов в президенты. Сейчас логика такая. Однако есть различия. Значит, да, комиссии будут иметь свое положение, в которых предполагается и будет прописан порядок. Сам конкретно порядок этого экзамена, он еще не определен и определен быть не может. Мы только закладываем этот фундамент, и это еще предстоит, конечно же, обсудить. Наиболее перспективным многим кажется из тех обсуждений, которые мы проводили, действительно нечто похожее на то, как проходит экзамен для кандидатов в президенты, когда члены комиссии будут оценивать, владеет человек или нет, там есть своя схема небольшая, да, дается текст определенный, зачитывается он, записывается, в общем, там свои нюансы есть, и уже комиссия принимает это решение. Вот. Но есть и альтернативные версии. Касательно того же, назовем, да, вот, как говорите, джентльменское, я в этом плане не стал бы ничего конкретизировать, потому что мне не совсем понятно, как это можно будет соблюсти, с учетом того, что все-таки есть закон, есть определенный порядок, и вот эти джентльменские соглашения, они нас могут увести вообще в ненужное русло. То, что касается альтернативной версии проведения экзамена, вот мы с Вячеславом Андреевичем, я с большой гордостью хочу об этом сказать, несколько лет назад занимались такой совместной проработкой, можно сказать, вопроса, и он касался не конкретно для всяких там кандидатов, а в целом для госслужащих, для людей, которые просто хотят понять, какой у них уровень языка и повысить его знание, владения, нужна какая-то система определения уровня владения, в данном случае, абхазским языком. Такие системы существуют в мире, это не новое явление, они отдельно существуют для иностранцев, то есть для тех, кто не владеет языком, и отдельно существуют для тех же госслужащих, да и не только. Шикарные примеры вот есть в Канаде, в США, в Швейцарии, в Ирландии. В Канаде, почему говорю, там английский и французский. Да, вот, например, билингвизм. Вячеслав Андреевич об этом говорил. Я помню, еще лет минимум 5 назад я был на одной из ваших лекций. Если мне память не изменяет, как раз-таки там вы об этом и говорили. И мы в 23-м году на эфире абхазского телевидения, в 24-м, об этом рассуждали в рамках комитетов по языковой политике, в частности, я вот как председатель могу с уверенностью сказать, что этот вопрос он многократно поднимался. Почему-то мало внимания ему уделяли за эти годы, и сейчас внезапно вот мы оглядываемся и понимаем, что в целом были хорошие предпосылки, но, наверное, не хватало информационного фона. Кстати, вопрос действительно обсуждался, и во время президентской, да, гонки в том числе возникали вопросы у людей, потому что не все кандидаты на должном, казалось бы, уровне знают абхазский язык, насколько они соответствуют. Один знает лучше, другой хуже. Вот как раз-таки такая шкала, она позволила бы снять такие вопросы. Вячеслав Андреевич, вот как это будет выглядеть на практике? Повторю то, что мы говорили давно уже мы с Наром Остиковичем, занимались вопросом, прорабатывали какие-то концептуальные разные варианты, проговаривали. И вот под его, при его совете, с его стороны стимуле, я вот создал такую вот методическое пособие для определения уровня знания абхазского языка, которая основана частично на европейских уровнях, но она еще имеет абхазскую такую локализацию, да, нашу. То есть мы первые, кто это увидели? Да, президент первый увидел, я ему передал сейчас. Вторые. Вот, и там предполагается 5 уровней языковой компетенции, знания языка. Это элементарный уровень, базовый уровень, удовлетворительный уровень, свободный уровень и профессиональный уровень. И вот для того, что человек просто должен быть какой-то центр сертификации по языку, может быть, в Министерстве просвещения, может быть, там, чтобы люди просто, кандидаты в депутаты, скажем, кандидаты в президенты и кто-то еще, могли туда пойти и сдать экзамен по абхазскому языку. В зависимости от баллов, которые они получили, они могут рассчитывать или не рассчитывать уже на то, чтобы быть приняты ЦИК, скажем, да. Вот. И я считаю, что
для поступления на, вот, скажем, в корпус депутатов, скажем, необходим уровень минимум свободного знания языка, либо профессионального. Единственное, что, конечно, здесь я бы сделал поправку для абхазов и не абхазов. Все-таки рассчитывать, что наши граждане другой национальности могут свободно говорить на абхазском языке, пока еще мы не создали условия для этого. Мы не создали ни школ хороших, ни курсов и так далее. Поэтому вот то, что я предлагаю, да, то, что вот мы обсуждали с Инаром, это касается этнических абхазов, которые поступают вот на должность, на кандидатом в депутатский корпус. Вот. Но, в общем-то, необходимо сделать также и закон, повторяющий, что о госслужбе, поправку закона о госслужбе, чтобы, вот как в Канаде, скажем, или в Ирландии, человек, поступающий на госслужбу, должен предварительно сдать экзамен по языку государственному и иметь сертификат. В зависимости от сертификата, да, какой уровень, да, он может рассчитывать на ту или иную должность. Если низкая должность, он может, низкий балл, да, у него, он может подготовиться, сдать экзамен, пересдать экзамен, получить высший балл и рассчитывать на лучшую работу. Кроме того, я считаю, что необходимо также, и вот я тоже в этой разработке предусмотрел также и некоторые финансовые меры, которые помогут вот эту систему, как сказать, стимулировать. Вот, допустим, система материального стимулирования напрямую связана с уровнем владения государственным языком. Получение сертификата, подтверждающего свободное или профессиональное владение, должно давать право на существенную надбавку к окладу. И такая мера будет действенным стимулом для изучения государственного языка и мотивировать граждан к достижению высокого уровня языковой компетенции. То есть здесь необходимы какие-то, как сказать, юридические, как бы, да, это нормы, но также еще но и финансовое стимулирование, чтобы стимул был для того, чтобы вырастить. Это очень возможно пойти на курс или самому заняться, за год хорошо выучить абхазский язык и сдать хорошим баллом экзамен. Ну, вопрос первый. Потянет ли наш бюджет вот такие дополнительные расходы, раз? И второе, насколько эта система... Да, вы создаете такую систему, но она еще должна прозрачно работать. Комиссия, которая будет выдавать эти сертификаты, насколько она это будет делать честно и прозрачно. Ну, вот не та комиссия, которая вот на последних президентских выборах была, вот такой комиссии нам не нужно, честно говоря. Вот, это просто... Ну, это вторая... Это насмешка над здравым смыслом. Нужна быть объективная, доброжелательная, объективная комиссия, которая будет вот, давать объективную оценку знания языка. Для этого нужны критерии. Нужно критерии разработать. Нужна правильная линейка. Вот я считаю, что если будет запрос общества, с ЦИКом поговорим еще, если парламент, да, мы сможем вот совместно с Инаром Остяковичем разработать хорошую вот линейку, да, вот определения уровня знания языка. Хорошо, мы перейдем сейчас к поправкам, касающимся именно кандидатов в депутаты. Но вот если вдруг это большого количества граждан коснется, закон о госслужащих будет принят, вообще бюджет в состоянии потянуть вот такие расходы? Если на мой взгляд, это может, конечно, быть... желающих повысить свой уровень. Это может быть субъективно, однако я считаю, что нету другого выбора и варианта. Согласен. Просто нет. Это та статья, которая... Ничего страшного, да, сейчас, может, так прозвучит, конечно. Во-первых, мы пока не понимаем объема масштаба. И если такой процесс запустится, мы должны просто внимательно его мониторить. Если вдруг окажется, что статья сильно-сильно расходна, надо просто делать выводы, искать источники и так далее, и так далее. Мы же нашли возможности для повышения зарплат для учителей абхазского языка. Эта инициатива была президента, если мне память не изменяет. Их количество в разы будет меньше, естественно. Все верно. Да, но тем не менее, тут у нас, я считаю, выбора никакого нет, это априори должно быть. Хотел немножко еще покомментировать касательно вот системы определения уровней и сертификата. Мы говорим о том, что даже тот, кто принимает экзамен, он еще сам должен пройти определенного рода аттестацию, как это делается и в мире, в мировой практике. Плюс давайте не исключать, что с современными технологическими цифровыми возможностями можно сильно автоматизировать процесс сертификации. Минимизировать вмешательство человека в процесс. Уменьшить элемент субъективности. Объективная система тестирования, построена на цифровых системах, позволила бы получить очень точный результат. Во-первых, вы могли бы для этого проходить его онлайн и примерно понимать, стоит ли мне вообще в это дело вписываться, или все же надо подготовиться. Она бы показывала недостатки. Вот Вячеслав Андреевич подготовил систему, я с ней знакомился, так кратко очень, и там видно, что есть
возможности градирования познаний. Все-таки абхазский язык, он, как мы все знаем, непростой, и он это позволяет делать достаточно удобно. Вот что интересно, такой вот некий побочный эффект. Легко понять, когда человек хорошо владеет или плохо. Это несложно понять. Сюда мы добавляем, конечно же, понятия аудирования, speaking и writing. Это, Вячеслав Андреевич это знает лучше меня. То есть говорение, чтение, письмо — это разные операции, которые вот наш мозг совершает, и они должны быть измерены тоже несколько по-разному. Все это надо учитывать. И было бы здорово, конечно, если бы мы эту работу провели условно до конца года, конечно, наверное. Я, может, высокую планку закидываю. Я сам рассчитывал примерно, что потребуется год-полтора. Но если не говорить о методике, просто может потенциально стать вопрос методики. Да, у нас есть система определения уровней, но в ней не хватает того, как готовиться, да, или еще чего-то. Эту работу в любом случае проводить придется. Сейчас мы просто, пользуясь этим моментом, что в информационном поле благодатная среда, давайте об этом говорить, давайте этот процесс запускать в любом случае. Успеем, не успеем, неважно. Это делать надо и так, и так. Хорошо, а вот норма, которая сейчас принята и вступает с Нового года, как она будет реализовываться на практике? Как будут определять степень владения, знает, не знает, владеет вот абхазским языком? Разрабатывать вот. Не будет ли это опять закон, если вы не... Чтобы не было судейских разборок и джентльменских соглашений, необходимо, как мы уже говорили, да, правильную линейку подобрать. Это должна быть система, которая четко говорит, твой уровень владения такой-то. И в случае попыток оспорить, чтобы система могла раз за разом это подтверждать. То есть нужно постоянство результатов. Это возможно только при достаточно строго типизированной системе. Но тут же есть еще другие аспекты. Например, вот сейчас инициатива президента, она тоже определенный вклад вносит в этот процесс. То есть мы же понимаем, вот Вячеслав Андреевич тоже об этом часто говорит, что люди все-таки живут в разных средах. То есть мы там живем в абхазских семьях, кто-то не живет в абхазской семье и не имеет возможности постоянно слышать абхазскую речь. Да? Не все абхазы имеют такую возможность, откровенно говоря. Соответственно, все-таки градации могут быть эволюционными, да, частично подходить к этому вопросу, все-таки дать какое-то время для развития тех же систем определения уровня владения, для создания методики и так далее, и так далее. То есть тут надо подходить вот так вот пошагово, я считаю, а не рубить с плеча, потому что это может привести просто вот к самым неудобным и неприятным последствиям, когда нам всем будет стыдно. Хочу добавить, если я согласен со всем, что сказал депутат, хочу добавить о том, что вот как лингвист хочу сказать о том, что у нас ситуация идет к точке невозврата. Она еще далека от этого, но все-таки положение с абхазским языком очень трагическое и драматическое. Поэтому это будет одной из мер. Вот я включаю также, вот если будет принят закон о госслужбе, вернее, поправка, или закон существует вообще о госслужбе? Вот его, когда будет закон о госслужбе, или поправка к нему о том, чтобы сдавать экзамен по государственному языку, это будет большим стимулом для очень многих людей понять, что абхазский язык нужен, что он может быть функционален, и он будет важен для карьеры в государственной службе. Поэтому я думаю, что это тоже один из мер, который может стимулировать интерес к улучшению уровня языка в обществе. Но самый главный вопрос к выборам, успеем или нет. Вот действительно, норма заработает или нет, не станет ли это такой линией политического разделения общества. Вот о чем идет речь. Потому что до выборов меньше года остается. Еще раз все-таки вот так сформулирую вопрос. Да. Норма принята, но нет шкалы, которая бы пока определяла принятой. Разработана Все система. Правильно вы говорите, но система хоть еще не разработана, но, по крайней мере, есть основа. И как вот сказал наш замечательный коллега, есть к этому все возможности для того, чтобы успеть это сделать. Это первое. В любом случае есть у нас инициатива президента, которую, я считаю, надо однозначно поддержать в силу определенных объективных и субъективных причин, которые мы не можем игнорировать. И готовиться всесторонне. Мы не можем просто вот сказать, вот пусть все знают, вот пусть все сдают, так тоже не получается. То, что касается абхазов по национальности, здесь, я думаю, никто не будет это дело как-то оспаривать. Даже на заседании парламента я выступал с речью и говорил, что уверен, что никто против не будет. Так и есть. Но есть аспекты, которые мы не можем не учитывать. Я бы очень хотел, чтобы мы успели. Я с большим удовольствием готовился бы к этому экзамену. На самом деле это было бы
таким интересным опытом, подспорьем, потому что вот сколько мы занимаемся вопросом языка, понимая все сложности и структуры, с которыми мы сталкиваемся, было бы хорошо, если бы они были по-настоящему разобраны и донесены до каждого потенциального человека. Я просто спрошу и прошу вас, вот, если возможно, коротко ответить. Если этой шкалы не будет, норма принята, мы можем так подойти к выборам парламентским? Это будет? Или просто на бумаге? Все в опять воздухе же, повесим, мне кажется. То есть сейчас Это все зависит без от того- разработки программы, четкой программы по определению уровня знания языка, по критериям, по тестированию адекватному, эта норма будет не реализована. То есть пока радоваться рано или говорить конкретно Надо о том, готовиться что... к этому, надо готовиться. Это лишь один из этапов. А как вам кажется, может ли эта норма вообще изменить состав будущего парламента Абхазии? У нас Я немного думаю, это- времени остается. Я думаю, это в любом случае как-то повлияет однозначно, потому что при всем уважении не все, на мой взгляд, в достаточной мере владеют, и даже я сам к этому вопросу подхожу крайне серьезно, но я как человек все-таки, который немного развивается темой развития абхазского языка, все-таки чуть поближе, да, и осознаю сложность. Вот. Другое дело, что в любом случае, как бы то ни было, это принятый факт. От этого мы уже никуда не денемся и не должны ни в коем случае. Мы должны эту тему уже дальше развивать, разрабатывать, прорабатывать, да, учитывать какие-то особенности конкретно нашей ситуации, но тем не менее тут невозможно дать условный задний ход, надо идти только вперед. Попытаться все-таки успеть. В любом случае, даже если не получится в таком формате, то поработать с языковой комиссией, с ЦИКом, чтобы были понятны хотя бы на их уровне критерии. Мы можем столкнуться со сложной ситуацией, когда будет большое количество попыток оспорить результат, и это ни к чему хорошему однозначно не приведет. К этому надо готовиться сейчас. Вячеслав Андреевич, а на ваш взгляд, как это повлияет на состав будущего парламента? Ну, я не думаю, что он сильно повлияет, потому что все-таки я предполагаю, что будут разные критерии для абхазов, этнических абхазов, не абхазов. Вот поэтому, я не знаю, сейчас нет никаких таких квот официальных, да, для других Национальностей. общин. Нет у нас таких квот. Мы долго обсуждали вопрос о смешанной системе выборов, которые могли бы дать возможность по партийным спискам, они могли бы Представить своих. Да, своих русскоязычных, армяноязычных и так далее. Но пока мы далеки от этого, к сожалению. Но если посмотреть на нынешний состав парламента и предыдущий, то в основном процентов 75, да, примерно, этнические абхазы, да, более-менее. Большинство, да. Я надеюсь, что такое соотношение не сохранится, потому что нужно обязательно, чтобы были представлены наши сограждане армянской национальности, русскоязычные и так далее. Поэтому и у нас и гальцы есть, которые тоже могут быть, кто имеет паспорт абхазский, тоже могут участвовать. Я думаю, что нужно всех, это должно быть инклюзивное это общество. И тем не менее, человек, который идет в абхазскую политику, должен знать государственный язык. Должны быть непреложные истины. Если это абхаз этнический, то он нужно знать на очень хорошем уровне. Фильтр необходим. Нельзя быть здесь либеральным. Это во всех странах одинаково все. В любой стране трудно себе представить российского депутата, не знающего русского языка, или американского депутата, не знающего английского языка. Это абсурд. Хотя у нас это реальность. Поэтому нужно от этого абсурда отойти. Поэтому есть кажется абсурдом. Есть многонациональные страны, есть Бельгия, где два языка, фламандский и французский, на одинаковом уровне, знаком обеим общинам, и в парламенте ведутся дебаты на двух языках с переводом. Все знают два языка. В Швейцарии 4 языка, и у них парламент из 4 общин представлен, и они прекрасно обходятся. То есть мировые прецеденты, которые помогают нам понять, как это можно организовать. Правда же? Да, 100%. Была бы лишь политическая воля. Волю. Все, да, волю. И Хагу Ареоп. И если прям коротко, как вам кажется, такие меры, такой инструмент способствует защите языка? Если коротко. Абсолютно. Это конечно, не единственная. Не конечная цель, но это один из, я считаю, что очень важных стимулов для того, чтобы люди подумали, чтобы учить своих детей государственному языку. Понимаете, если язык не передается поколению молодому, все, язык умирает. А у нас это очень часто происходит. Поэтому это очень важный шаг на пути укрепления позиции абхазского языка. Вячеслав Андреевич и Нара Стекович, на этой ноте, наверное, завершим нашу беседу. Спасибо, что были с нами. Благодарю. Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях были депутат Инар Сацбай, директор Института стратегических исследований и международных отношений Вячеслав Чирик. Мы говорили о языковом цензе для депутатов.